Вестник профсоюза образования познакомит вас с деятельностью профактивистов, расскажет, как живут и работают их подопечные, и по традиции профсоюзные юристы ответят на ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. В профсоюзе чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Были проведены встречи, организована фотовыставка, выпустили книгу. С целью оказания практической помощи в создании и становлении первичных профсоюзных организаций в вузах республики в республике побывала рабочая группа Центрального аппарата профсоюза образования. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В гостях Дома профсоюзов известный журналист, ведущий телепередач телеканала «Грозный», преподаватель педагогического университета Зелимхан Ахматович Багаев. В соответствии с планом работы Центрального совета Общероссийского профсоюза образования на первое полугодие 2017 года и с целью оказания практической помощи в создании и становлении первичных профсоюзных организаций в местных образовательных учреждениях высшего образования в республике побывала рабочая группа Центрального аппарата профсоюза образования. В составе рабочей группы в Грозный прибыли Вадим Дудин, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования, Магомед Магомедов, председатель первичной профсоюзной организации работников Донского государственного технического университета, Ольга Туманова, член контрольно-ревизионной комиссии профсоюза и другие представители Центрального совета. Также для участия в мероприятиях приехали председатели региональных профсоюзных организаций профсоюза образования Ставропольского края, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Алании. Одной из приоритетных задач, которую поставили перед собой члены делегации, это помощь в создании и становлении первичек в местных вузах. Именно поэтому приоритетной была встреча с администрацией и профкомов работающих и студентов вузов. Встреча состоялась в Государственном педагогическом университете. Для обсуждения поставленных вопросов прибыли представители профкомов и остальных вузов республики. Профсоюз Чеченского государственного педагогического университета активно взаимодействует со всеми профсоюзными родственными организациями, которые есть в Чеченской республике, которые есть в России. Мы всегда открыты, доступны. Наш профсоюз хочет развиваться, хочет долгосрочных, конструктивных деловых взаимоотношений. Сегодня у нас в Чеченском госпедуниверситете абсолютно нет конфликта между работодателем и сотрудниками и студентами. Почему? Потому что наш глава Рамзан Ахматович Кадыров, Герой России, своим примером показывает, что ни в коем случае нельзя задевать интересы простых людей. И, соответственно, у нас есть пример, на который мы ориентируемся, и наша работа, она движется именно в таком позитивном русле. Работа в этом направлении только начата, и поэтому проблемных вопросов много. Соответственно, времени понадобится немало, но главное, есть желание их решать. Общение случилось очень интересно. Мне понравилось то, что присутствует не примитивное отторжение, а присутствует желание диалога. Диалог может, понятно, осуществляться в разных формах. Нам несколько неуютно от того, что мы, наверное, не смогли убедить лидеров 3 организаций стать частью Общероссийского профсоюза образования. Но это процесс длительный, это процесс неблагодарный, может быть, по своим результатам, но в любом случае, я полагаю, это будет полезно тем работникам образования, на которых, собственно, мы работаем и трудимся, потому что это основное, ради чего мы, собственно, и придумываем профсоюз, и создаем его, и развиваем. Далее для гостей в фойе первого этажа Дома профсоюза в торжественной обстановке с традиционным ритуалом разрезания красной ленты открылась фотовыставка о деятельности Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования и науки за 2015-16 годы, где гости и профсоюзный актив имели возможность наглядно увидеть работу, которая проведена в течение 2 последних лет, с летописью профсоюзных дел, с документацией, а также познакомиться с выпускаемой печатной продукции. Здесь отражается, какие семинары мы проводим, как проходят учебно-методические конференции, а также как проходит школа профсоюзного актива в районах. Вот в этих фактах отражена эта работа, а также здесь есть
в год профсоюзной информации, 2017 год он объявлен годом профсоюзной информации. Здесь тоже информационный отдел подготовил такую папку о своей деятельности, о плане на этот год, о мониторинге, который проводился по информационной работе, и все мероприятия касательно информационной работы, которую мы проводили и намереваемся проводить в этом году. Далее гости приняли участие в региональной учебно-практической конференции «Актуализация системно-информационной работы в профсоюзных организациях Северокавказского федерального округа» и собрании профсоюзного актива работников учреждений средних профессиональных образований. У меня есть приятная обязанность от имени Галины Ивановны Меркуловой, председателя профсоюза работников народного образования и науки. Я бы вас хотел поприветствовать и зачитать от ее имени приветственный адрес. Уважаемый Хизир Магомедович, уважаемые участники, гости конференции, дорогие друзья, от имени Общероссийского профсоюза образования, от себя лично разрешите поприветствовать вас, пожелать успешной, плодотворной работы. Сегодня в век информационных технологий, которые развиваются так стремительно, мы, как организация, как люди, работающие в ней, должны соответствовать этому времени. Это развитие профсоюзного движения – это один из аспектов развития института гражданского общества в целом. Для нас очень важно сильные профсоюзные движения, сильные профсоюзные ячейки, которые являются своего рода тоже таким цементирующим и такими ячейками гражданского общества в нашей стране. Я считаю, это здорово. Конечно, всегда есть определенные противоречия между работодателем и профсоюзом. Они будут, они должны быть, но стратегическая цель у нас общая, и мы должны идти вместе к ней. И чтобы наши взгляды и точки зрения не расходились, мы вступаем с вами в общественные договора, которые мы и подписали с вами в прошлом году. В Государственном русском драматическом театре имени Лермонтова состоялось республиканское собрание профсоюзного актива учреждений среднего профессионального образования республики. С приветственным словом к участникам собрания обратился председатель профсоюза работников образования и науки нашей республики Хизир Гирзелиев, отметивший, что в зале собралась молодежь, члены профсоюза учреждений среднего профессионального образования. Это большая сплоченная сила, которая в будущем придется решать экономические и социальные вопросы населения республики. Будущие специалисты – мастера, которым предстоит заполнять рабочие места, творить, созидать и беречь то, что добыто старшим поколением. Далее состоялось награждение большого числа учащихся, преподавателей и руководителей средних профессиональных учебных заведений с вручением грамот и денежных поощрений. Представлены на награждение наши следующие профсоюзные активисты и социальные партнеры. Муртазова Залима Сайтусмановна, председатель первичной организации Калининского техникума механизации сельского хозяйства Наурский район. В завершении встречи состоялся большой концерт симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, народного артиста Российской Федерации Чеченской Республики Валерия Хлебникова. В четвертый день пребывания в республике рабочей группы Центрального совета Общероссийского профсоюза образования и науки в Доме профсоюзов состоялась пресс-конференция для средств массовой информации. В ходе пресс-конференции представителями СМИ и гостям были заданы ряд вопросов, такие как была ли достигнута договоренность с высшими учебными заведениями республики о вхождении студенческих первичных профсоюзных организаций в состав Республиканского профсоюза образования и науки. И есть ли в регионах страны еще высшие учебные заведения, где созданы внутривузовские профсоюзные организации? Не является ли нарушением статей Устава профсоюза образования и науки отдельное создание студенческого профсоюза? И другие. Много было задано вопросов о формах и методах активизации информационной работы в рамках Года профсоюзной информации. Нахожусь в Чеченской Республике первый раз, и впечатления у меня достаточно хорошие. Не только, понятно, от своей работы, в силу чего мы сюда приехали, но и на самом деле от самой республики. Но что касается работы, все 4 дня были очень насыщенные. Это была не только работа и выходы в наши профсоюзные организации, учреждения СПО. Это была первая встреча с представителями профсоюзных организаций вузов.
Чеченской Республики. Это была конференция, я считаю, научно-практическая, именно вот год информационной работы, которую проводила Чеченская Республика, и куда приехали все представители региональных организаций, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа. Итогом завершения пребывания в республике рабочей группы Центрального совета Общероссийского профсоюза образования и науки стала встреча гостей с председателем Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейном Салтагиреевым. Встреча проходила в дружественной и теплой обстановке. Руководитель рабочей группы высказал свое восхищение организацией работы Рессовета профсоюза образования, во главе которой стоит ответственный и целеустремленный человек, руководитель, обладающий прекрасными способностями сплотить коллектив и направить его энергию на позитивные деяния. Вадим Дудин отметил, что программа, которая была намечена на дни пребывания в республике, выполнена. Хотя остался нерешенный вопрос о вхождении первичных профсоюзных организаций высших учебных заведений республики в состав Республиканского профсоюза образования и науки. Пока остается нерешенным. Вопрос с повестки не снимается. Над ним еще предстоит поработать. В ответ Салтагиреев поблагодарил гостей за приезд, за оказанную методическую и практическую помощь. Отметил, что никакие наговоры со стороны чужих стран не смогут разрушить дружбу и единство народов многонациональной страны, и вручил гостям сувениры. Майские праздники уже прошли, но позволим себе вспомнить, как чествовали ветеранов Великой Отечественной войны еще раз. В профсоюзе к этому делу подошли основательно. Были проведены встречи, в холле выставили фотографии учителей, ветеранов войны, выпустили книгу и буклеты, рассказывающие об их подвигах. Состоялся автопробег «Дорогой подвига и славы». От праздничной даты не остались в стороне студенческий совет и совет молодых педагогов. Они решили подойти к делу более современно, организовали уличную акцию по раздаче георгиевских ленточек и брошюр с информацией об учителях, воевавших в Великую Отечественную войну. Но обо всем по порядку. По инициативе районных представителей Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования состоялся автопробег «Дорогой подвига и славы», посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. Священные шагом марш, где воины к подвигу шли. В стране вперед! Осенний они из боев принесли. Нам очень приятно, что так вот заботливо и бережно школа относится к тем, кто отдал свои жизни ради мира на земле. Спасибо вам большое. Автопробег проходил по маршруту от станицы Николаевска до села Рубежное. Общая протяженность маршрута составляла 75 километров. На местах остановок автоколонны проходило возложение венков и цветов к мемориальным комплексам и местам захоронения бойцов Советской армии, погибших при защите рубежей города Грозного. В автопробеге вместе с профсоюзными активистами приняли участие представители местной администрации, общественные и молодежные организации и многие другие. В общем, в автопробеге приняло участие 30 автомобилей и более 400 активистов и учащихся. Мы прекрасно понимаем, что воины, погибшие на полях сражений, погибли ради тех, кто живет сегодня. И наша задача заключается в том, чтобы подрастающее поколение помнило о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И я хочу сразу сказать, что герой России, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров придавал очень серьезное внимание встречам и чествованию участников Великой Отечественной войны. Рамзан Ахматович, продолжая традицию отца, дело отца своего Ахмада Хаджи Кадырова, делает все, чтобы не только помнили всех тех, кто живой сегодня, участник Великой Отечественной, но и семьи тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Мы помним и не будем забывать о тех, кто воевал и защищал нашу необъятную великую Родину. Совет молодых педагогов и студентов учреждений среднего профессионального образования в свою очередь провели флешмоб.
Его участники вручали жителям города Грозного георгиевские ленточки, буклеты и книги об учителях-воинах Великой Отечественной войны, переизданную профсоюзом образования. Маршрут акции был начат у центральной мечети «Сердце Чечни» и продолжился по проспекту Владимира Путина до памятника дружбы народов и Дома печати. В самом же Доме профсоюзов также состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Началось мероприятие с открытия в фойе Дома профсоюза выставки портретной галереи, посвященной учителям-участникам Великой Отечественной войны, которые до или после возвращения с войны работали учителями. На выставке были представлены портреты и краткое описание их боевого и жизненного пути, а также отмечены их награды. В числе гостей в мероприятии приняли участие Эли Сулейманов, представитель Совета ветеранов республики, Тамерлан Алиев, помощник главы Чеченской республики, Хусейн Салтагиреев, председатель Совета Федерации профсоюзов Чеченской республики и другие. Выражаем большую благодарность руководству профсоюзов за то, что, отдавая дан уважения ветеранам, каждый год вы приглашаете нас на встречу с коллективом. В честь ветеранов прозвучали стихи. Народный артист Чеченской республики Валид Гадаев исполнил патриотические песни. В завершении мероприятия состоялась презентация второго дополненного издания книги «Они сражались за Родину», в которую включено 61 имя учителя-участника Великой Отечественной войны. Должна ли производиться оплата работникам, привлеченным к подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ? Да, должна. Это закреплено в 22 статье Закона Чеченской Республики об образовании в Чеченской Республике. А размер и порядок выплаты компенсации в 2017 году работникам, привлеченным к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, устанавливает положение, утвержденное постановлением правительства Чеченской Республики 2 мая 2017 года за номером 94. К примеру, компенсация педработникам, привлеченным к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, выплачивается в размере 140 рублей за час. А стоимость проверки одной работы по общеобразовательным предметам зависит от наличия почетного звания или учетной степени члена комиссии. Если это профессор, доктор наук или имеющий почетное звание народный, то ему полагается 77 рублей за проверку одной работы. Если работу проверял доцент, кандидат наук или имеющий звание почетный или заслуженный, то 67 рублей. И 57 рублей положено преподавателю, который не имеет звания и ученых степеней. У нас в районе педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, ежемесячная компенсация за расходы, понесенные на оплату отопления и освещения, выплачивается в размере от 700 до 800 рублей. Правильно ли это? Нет, это неправильно. Данный вопрос регулирует положение о порядке предоставления мер социальной поддержки педработникам, проживающим и работающим в сельской местности, утвержденное постановлением правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года за номером 235, в котором сказано, что педработники с 1 января 2017 года предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1200 рублей. А до 1 января 2017 года компенсация выплачивалась в размере 1000 рублей. Выплаты меньших сумм за соответствующие периоды неправомерны. В нашей школе уже 2 года нет выплат стимулирующего характера. Правомерно ли это и как добиться получения этих выплат? Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами. Размер выплат определяется с учетом разработанных в организации критериев оценки эффективности труда работников. Но при отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель организации вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить их, либо вовсе отменить, но обязательно поставив в известность об этом работников, как того требуют условия 74 статьи Трудового кодекса Российской Федерации. Однако, если установленные вам выплаты стимулирующего характера прописаны в условиях вашего индивидуального трудового договора,
договора, который еще называют эффективным контрактом, то приостановить эти выплаты, уменьшить или отменить их нельзя. В этом случае они обязательны к выплате, так как несоблюдение условий трудового договора повлечет ответственность за работодателем. Поэтому, чтобы добиться регулярных выплат стимулирующего характера, в первую очередь работнику необходимо профессионально соответствовать критериям оценки эффективности труда и зафиксировать все доплаты в условиях трудового договора. Профсоюз образования республики любит принимать гостей и часто приглашает на встречу с профактивом чиновников, общественных деятелей, ученых, всех, общение с которыми пойдет на пользу профсоюзным работникам. На этот раз гость Дома профсоюза – известный журналист, ведущий таких телепередач, как «Объективы» и «Вечерний чай» телеканала «Грозный», преподаватель педагогического университета Зелимхан Ахматович Багаев. Открывая встречу и представляя гостя, председатель профсоюза образования отметил, что основное место работы Зелимхана Багаева – Чеченский государственный педагогический университет, где он трудится на кафедре литературы и методика ее преподавания. Многим Зелимхан известен как телеведущий. Его обаяние, коммуникабельность, умение любую встречу с телегероем превратить в шоу вызывают у нас симпатию, заметил Хизель Магомедович. Мы считаем, вы очень многих людей, можно так выразиться, пропустили через свою передачу, встречались с ними, разговаривали, может быть, у вас какие-то впечатления остались. И вообще, как интересный человек, многие нам говорили о вас, как интересный человек, можете поделиться своими впечатлениями вообще о жизни, о смысле жизни, вообще о делах. Здесь у нас собрались наши штатные профсоюзные работники, профсоюзные активисты, работающие непосредственно в школах, первичных организациях. Очень интересно, мы хотели бы с вами сегодня пообщаться. Давайте предоставим слово Зелимхану. Пожалуйста, Зелимхан. Спасибо вам за то, что вы нашли возможность пригласить меня сюда. Это действительно дорогого стоит. Вот такая встреча. Случайности, а действительно я, наверное, жил случайностями, а однажды привела меня к тому, что у меня попросили сделать короткий сюжет о творчестве там некоего писателя. Я его подготовил, потом попросили второй сюжет, третий, так продолжалось несколько месяцев. И в итоге мне предложили вести несколько проектов на телевидении. Вам судить, как у меня это получается. Я стараюсь, а вы судьи. Это, если востребовано, то мне очень приятно. Зелимхан Ахматович – сын известного интеллигентного ученого в 60-е и 70-е годы преподавателя Грозненского нефтяного института Ахмата Багаева, который был лично знаком и дружил со многими передовыми людьми того времени, такими как Таштемир Альдерханов, Халид Ашаев, Хамзат Саракаев. Как литератор, Багаев обладает огромным багажом знаний о чеченских писателях и поэтах, истории своего народа хорошо разбирается в искусстве. Грамотный, интеллигентный, образованный, он достойно может представить чеченский народ на любом уровне. Зелимхан поблагодарил профсоюзных активистов за оказанную ему честь, пригласив на встречу. Поделился воспоминаниями о Грозном прошлых лет, рассказал об отце, своей семье, о том, с каким желанием стать образованным человеком учился в школе, в институте. Сравнил ценностные ориентиры молодежи 70-х, 80-х годов с нынешними, которые не желают учиться по книгам. С благодарностью вспоминал своих бывших учителей средней школы номер 41 города Грозный, преподавателей по институту. В ходе встречи Зелимхану было задано много вопросов, на которые он дал обширные ответы. В завершение от имени участников встречи Хизель Магомедович поблагодарил Зелимхана Ахматовича за оказанную честь, дав согласие на встречу с профсоюзным активом и интересную беседу.